это единственный коллектив, который носит название нашей республики, и единственный коллектив, который популяризирует и устный, и музыкальный фольклор тувинского народа. Только в ансамбле Тыва есть все устное народное творчество тувинского народа. Перед вами это артисты 4-го поколения данного ансамбля. Хюймей, он более такой домашний, то есть приравнен там к домашнему скоту, там барану, там, то есть Хюймей, он, если просто голосом там звук о, а Хюймей, он же и почему именно приравнен там к домашнему скоту, то есть, например, барану, то есть, так, барашек, тирование там звуков домашнего скота, там, птиц. То, что человек видит. Да. То есть, мы вот уже тувинцы до сих пор живут кочевой жизнью, да, вот как вы заметили, вот я вот ваш подписчик еще. Это приятно. Да. И на самых первых занятиях, то есть у нас здесь учатся маленькие там ребятишки, там взрослые, и самых первых занятий я вот им всегда даю такое задание, вот симитировать звук барана. То есть Ну, мне нужно, чтобы он изнутри шел, да? Да, изнутри надо вот там голосовые связки там сузить еще. На первых занятиях бывает иногда даже больно, бывает некомфортно вот сначала. У некоторых там через слезы, там на следующее утро там некоторых там сильно болит горло. Нужно просто переждать все это. Чтобы адаптировалось. Да. Надо сузить горло, связки там. То есть не просто там а просто именно вот. Есть еще вид, который вот такой каргара, то есть его вот легче. Вот то, что легче, может быть, у меня больше получится. Примерно такие вот упражнения, то есть. Еще. Вот. Уже есть. Да. И уже. Да. Вот. Вибрация, да, чтобы там была внутри. Чтобы все это вибрировало, и при исполнении харгара, вот, то есть нужно то, чтобы вот нужно максимально там взять воздух, не только в легкие, а именно вот, в живот еще. Чтобы изнутри шло. Да. Дополнительный бак, так скажем. И вот используют еще вот всю ротовую полость, там язык, губы, там челюсть. Иногда, чтобы, вот этот ОА изменять тональность, да? Да. Сложные звуки. Для меня это сложный звук. Да. Вот. И почему именно вот важно вот тоже научиться произносить эти звуки, то есть сейчас я вам продемонстрирую. Вот именно сначала будет звук О, потом Я не смогу такое повторить. Можно просто вот через ОАЭ, а если вот хорошенько постараться, вот, можно выговорить эти буквы. И вот давайте.
эта вибрация, она меняется, и пытаешься ее контролировать, ну, хочется слышать другое, но оно не получается Вот так. постепенно уже, вот, если прям каждый день исполнять, Оно начнет выливаться в какую-то уже мелодию. да. И будет уже вот именно в некоторых прям каргара такой вот звук такой бархатный, так скажем. Такой прям хочется слушать и слушать. То есть и они вот дошли до такого состояния вот, совершенства этого вида, вот, хочется прям каждый день. Я Слушать. прогуливался в парке Центр Азии, и человек, Айдыс, который меня пригласил в Кызыл приехать, он говорит, вот из динамиков идет звук горлового пения. Я говорю, если бы ты мне этого не сказал, я бы, говорю, ну, никогда бы не подумал, не поверил, что этот человек может такие звуки издавать, потому что, ну, для меня это звучит как какой-то музыкальный инструмент. И сейчас, когда ансамбль выступал, я обратил внимание, что один там тонко как-то, другой наоборот, ну, с таким с басом. И когда это все в одну мелодию сливается, оно прям очень приятно на слуху. Ну, хочется, да, это слушать. Поражает, что эта мелодия создается просто голосами людей. Они, ну, еще плюс ваши национальные инструменты, и вместе получается прям, ну, очень здорово, впечатляет. И как-то, я не знаю, он как-то, ну, слушаешь и наполняет тебя внутренней энергией. Ну, я такого не могу сказать про нашу попсу, потому что я не люблю такие песни слушать. А вот раз я здесь оказался, в Тыве, и могу прям напрямую познакомиться с вашей культурой и своими ушами услышать и увидеть людей, которые умеют исполнять такую музыку. Это прям меня очень сильно впечатляет. Спасибо. Это не так, что там я по телевизору, ну, или какой-то клип посмотрел, когда вот, ну, напрямую взаимодействуешь с человеком, это всегда такая передача, обмен энергией, что ли, получается. Заряжает, ну, меня сильно заряжает здесь. Вы передаете, делитесь своей энергией, которая меня питает, ну, делает сильнее, бодрит как-то. И когда эту музыку слушаешь, ну, какое-то обретается внутреннее, что ли, успокоение такое. Я просто каждый день загружен. У меня такой огромный просто поток информации со всей страны, и в том числе сейчас с Республики Тыва. Меня просто Кызыл весь атакует и на улице, и в соцсетях. Ну, и одному это тяжело справиться. И когда вот музыку даже послушаешь, ну, оно как-то расслабляет и погружает тебя, что ли, в другой мир, что ты можешь как-то перенестись, отвлечься от вот этой повседневной суеты. Да, вот именно. Можно даже вот просто послушав, отдохнуть там душой. Попробуйте, вот еще у нас будете, то есть. Но я еще здесь долго буду. Да. Вот проехаться там куда-то и включить именно горловое пение, то есть горловое пение, сочетание природы. Вот не просто там просто петь там уай, то есть там есть свои мелодии, переходы, ступеньки еще есть, то есть тихое имя точно так же. То есть и за счет этих вот переходов создается мелодия, и мелодия исходит так, например, от вашего состояния души, там, например,
По настроению. Да, по настроению, там, о чем думаете, еще и во время там исполнения. Вот. Но хочется как-то уйти, ну, не в одном направлении, скажем так. Я не знаю, как это правильно в музыке называется, чтобы, как вы говорили, был переход, из которых потом можно в какую-то мелодию было это составить. Я, правда, попробую на природе. Мне кажется, что вот таким способом сейчас свое внутреннее напряжение, там какие-то нервы, когда я один, могу попробовать как-то выплеснуть эту энергию с помощью этих звуков. Сейчас вот, допустим, я вообще в городе проживаю и постоянно туда-сюда езжу, с кем-то встречаюсь. А на природе свои мысли более даже, наверное, развернуть с помощью варгана, либо голосового пения. Горлового. Думаю, что я могу. У меня просто часто из-за того, что у меня такой большой поток информации ежедневный, негативной энергии очень много скапливается, чтобы я на вас это не выливал, эту свою негативную энергию, и не матерился. Я матом разговариваю, но стараюсь его не употреблять, как бы ведя свой блог. На эмоциях это может проскочить, я как бы это не отрицаю. Но так как аудитория разная, могут и дети смотреть, как бы стараюсь словечки эти русские матерные не употреблять. И вот, находясь один, если мне там плохо, допустим, будет как-то эмоционально, вот эта усталость, информацией перегруженный мозг, я могу сесть, просто те же там несколько минут какую-то мелодию попробовать исполнить и погрузиться в свой мир, и негативное вылить, и тут же, как сказать, со вселенной, что ли, взять положительное что-то и успокоиться. Я для этого инструмент купил, чтобы попробовать, когда я в уединении, какие-то мелодии играть. Хотя, я говорю, у меня слуха нет, но я думаю, что-то должно получаться. С первого раза достаточно очень даже хорошо. Скажем, Москва не сразу строились. И, как я уже говорил, нужно прям каждый день тренироваться. Тренировать там свои голосовые связки, горло, слушать там разные традиционные тувинские песни, пробовать их петь и учиться и еще раз учиться.